В 2013 году по инициативе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от Ульяновской области Владислава Третьяка при поддержке правительства Ульяновской области, регионального министерства здравоохранения, а также личного участия губернатора Сергея Морозова положено начало сотрудничеству с участниками медицинской миссии «Лицом к будущему». Благотворительный проект организован с целью международного обмена последними достижениями в области челюстно-лицевой и пластической медицины, а также проведения уникальных консультаций и операций для пациентов, страдающих врожденными и приобретенными дефектами лица. Уже 6-й год подряд пластические хирурги из Канады и Америки приезжают в Ульяновск, чтобы помочь детям с врожденными и приобретенными аномалиями развития лица, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта. Ульяновские хирурги не скрывают радости при встрече с участниками миссии. Позади 6 лет плодотворного сотрудничества, давно переросшего в крепкую дружбу, сотни сложнейших операций и благодарных пациентов. В этом году в состав команды врачей вошло 8 специалистов. Делегацию возглавил организатор благотворительной миссии «Лицом к будущему», президент Канадского фонда пластической и восстановительной хирургии лица Университета Торонто Питер Адамсон. Также в Ульяновск приехали доктор медицины, профессор хирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии Алуинка Лутоя, директор Центра пластической хирургии лица профессор Энтони Брисет, доктор медицины детский уролог, педиатр Эрик Джонс, челюстно-лицевой хирург Алекс Рабинович, профессор хирургии Пол Минфи, операционной техники Хазер Лирд и Крис Минфи, адъюнкт. В день приезда участники миссии традиционно собрались за круглым столом в кабинете главного врача Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Фроловича Горячева, чтобы сказать друг другу добрые слова и еще раз вспомнить, как все начиналось. Я и моя команда, вы видите, что она такая же сплоченная, глаза горят, все мы вас ждали. Когда мы приезжаем, мы всегда вспоминаем наш первый визит сюда. Не только я, но и все мои коллеги, все члены моей команды. Вспоминаем наш первый визит в Ульяновск. Я помню нашу первую встречу с вами, доктор Любецко, и с другими врачами здесь, в этом кабинете. Вот эти воспоминания, которые мы связываем с нашим первым визитом, как раз помогает нам своего рода воссоздать цель той миссии, почему мы здесь находимся. И несмотря на то, что большинство членов моей команды сегодня мало поспали, но тем не менее, все равно мы рады быть здесь, рядом с вами сегодня. И вот то, что они присутствуют здесь, как раз это вот упоминание тех прошлых визитов и сегодня, это как раз показывает нашу верность, наше серьезное отношение к этому проекту, к этой миссии, которую мы осуществляем. И то, что мы здесь присутствуем, как раз это подчеркивает тот факт, что мы все благословлены Богом за ту возможность, которую нам предоставила, чтобы мы познакомились, собрались именно в этом месте с разных концов нашего земного шара. Благодаря тому, что синергетически объединяются наши таланты, наш энтузиазм, мы постараемся сделать именно это место хорошим и все последующие годы, чтобы это было хорошее место для наших детей. От каждого из нас, каждому из вас, членов команды. Спасибо за то, что вы удивительные хозяева, то, что вы нас принимаете. И мы сделаем все возможное, чтобы быть хорошими гостями. Но мы с большим удовольствием. Just with great pleasure we try to receive you each year. За 5 лет в рамках международного сотрудничества более 400 пациентов получили консультации североамериканских врачей. 150 детям Ульяновской области было оказано оперативное лечение международного уровня. Миссия «Лицом к будущему» — это уникальный проект, действие которого не ограничивается рамками приезда североамериканских гостей. На протяжении всего года до следующего визита иностранных коллег ульяновские врачи отбирают детей со сложными патологиями для консультаций и операций. Зарубежные специалисты дистанционно консультируют пациентов и проводят компьютерное планирование операций. Наша команда каждый год смотрит целый ряд случаев, которые являются сложнейшими случаями для врачей всего мира. Некоторые случаи мы можем, посоветовавшись, прооперировать и помочь, а некоторые случаи мы смотрим и потом уезжаем домой, думаем об этом по несколько месяцев, советуемся с нашими коллегами по всему миру и в конце концов у нас созревает план, как помочь этим детям. В рамках 6-й миссии около 60 ульяновских мальчишек и девчонок с врожденными или приобретенными дефектами лица и мочеполовой системы получат высококвалифицированную помощь североамериканских специалистов. Наталья Клементьева со своей дочкой Ангелиной в областной детской больнице частые гости. Не один раз ульяновские врачи оказывали девочке помощь. Для осуществления очередного этапа лечения полугодовалой Ангелине потребовалось хирургическое вмешательство. Надеемся, что будет все хорошо, и я вообще благодарна Радищевой, что у нас вот есть такие вот, так скажем, бесплатные операции для детей.
То есть это каждый год американцы приезжают, хирурги, лор-врачи. Так что всем мамочкам советую, даже на вертальные грыжи, на пластическую операцию. Всем советую сюда приехать. Это все бесплатно. Мне кажется, любая мама сильно переживает за своих детей. Мне со мной был рядом муж. Вот как-то легче было пережить именно тот момент, когда вот ребенок находился на операции. Конечно, обрадовались новости, что наши врачи открыты новым знанием, делятся этой информацией с зарубежными врачами. Миссия «Лицом к будущему» — это еще и уникальный опыт международного наставничества. Проект дает возможность ульяновским врачам, не выезжая за пределы региона, стажироваться у врачей европейского уровня. В результате мастер-классов американских и канадских хирургов специалисты Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Фроловича Горячева осваивают новые методики хирургических операций по направлениям челюстно-лицевой хирургии и оттоларингологии, детской хирургии и урологии. Мы на протяжении всех этих лет проводили значительные операции у детей с врожденными деформациями уха. И, соответственно, все вот эти вот пластические операции, и особенно с ушной направлением, за это направление отвечает доктор Брисет. У нас также были некоторые патологии у детей с дыхательным горлом. И, соответственно, все вот эти вот операции мы производили. У нас также были направления по брюшной полости и урогенитальному направлению. То есть все вот эти вот деформации врожденные и приобретенные, они у нас решались на протяжении вот этих наших визитов. Но не только ульяновские хирурги учатся у своих североамериканских коллег. Именитые зарубежные доктора увозят с собой из России бесценный опыт. Мое впечатление о том, что русские врачи профессиональны, они прекрасно понимают состояние своих пациентов, методику лечения очень хорошо знают, и все то оборудование, которое мы здесь встретили, оно просто феноменально, то есть полностью оснащенная больница. То, что мы привносим сюда, это прежде всего уникальный опыт нашей команды, представляющей США и Канаду, и наша основная задача — это, естественно, поделиться тем опытом с тем, чтобы дальше развивать медицину. Меньше года прошло с последней встречи с европейскими докторами, но этот год оказался знаковым. На базе больницы открылся современный перинатальный центр, учреждение 3-го федерального уровня, предоставляющего весь комплекс высококвалифицированной медицинской помощи беременной, роженице, родильнице и новорожденному. Об уникальных технологиях и современном оборудовании новейшего родовспомогательного стационара рассказали участникам благотворительной миссии во время экскурсии по перинатальному центру. Современный перинатальный центр Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Фроловича Горячева специализируется на сопровождении беременных с осложнениями, а также на выхаживании новорожденных, особенно с низкой и экстремально низкой массой тела. Принципиально важным является наличие в структуре перинатального центра этапа выхаживания, реабилитации и динамического наблюдения за детьми с перинатальной патологией. Работа в родильном зале организована в соответствии с европейскими принципами. Все лечебно-диагностические мероприятия максимально приближены к пациентке. В родовом отделении для рожениц созданы комфортные условия. Работают 10 индивидуальных родильных зала, в том числе и в структуре приемного отделения. Каждый оснащен функциональной кроватью, реанимационной консолью для роженицы и ребенка, передвижным УЗИ-сканером, фитболами для выбора роженицы оптимального положения при схватках. Для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в перинатальном центре применяются современные медицинские технологии, эффективная первичная реанимация, особый вид вентиляции легких у новорожденных при незрелой легочной ткани, высокочастотная ИВЛ, аппаратная тотальная гипотермия и многое другое. Зарубежные хирурги высоко оценили уровень оснащенности новейшего родовспомогательного учреждения и поздравили ульяновских коллег с появлением в структуре больницы перинатального центра. Я очень впечатлен новым перинатальным центром, который увидел. Высококачественное оборудование и все удобства. Я видел начало стройки этого центра и как он развивался. Вы сделали это всего за 1 год, развились до таких вершин. Мы очень рады за всех женщин, которые будут получать медицинские услуги в этом перинатальном центре. В 2018 году в соответствии с современными требованиями модернизировано лор-отделение больницы. Североамериканским гостям показали обновленное отделение. Участников миссии ждал приятный сюрприз. В знак глубочайшего уважения и признательности по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова оттоларингологическому отделению Ульяновской областной детской клинической больницы присвоено имя легендарного врача и руководителя миссии «Лицом к будущему» Питера Адамсона. Он уже много раз здесь был, он приезжает в Россию примерно 25 лет, я считаю, что он заслужил эту почесть. И я считаю, что он принес и будет продолжать приносить пользу русским детям, приезжая сюда каждый год.
Еще одна миссия позади. За 2018 год произведено 28 сложнейших операций. Осмотрены десятки детей. 67 ульяновских мальчишек и девчонок получили консультативную помощь европейского уровня. Вот и закончилась 6-я миссия, когда люди по зову сердца, души, велению Бога приезжают в свое личное время и оказывают помощь детям на Ульяновской земле. За эти 5 дней проведена большая работа. Проконсультировано более 60 детей с тяжелыми дефектами, с тяжелым заболеванием. Прооперировано более 25 детей. Очень здорово, что наши доктора, наш медперсонал рука об руку все эти 5 дней проработал с вами, наши дорогие друзья. Потому что мы действительно учимся друг у друга, и благодаря нашим ежегодным встречам крепнут наши как дружеские связи, так и профессиональные. Хочется сказать, что за этот год мы не только готовились к встрече с вами, готовили наших пациентов для того, чтобы вы смогли нам проконсультировать и помочь прооперировать их. У нас большие перемены в областной детской больнице. Был достроен и введен в действие перинатальный центр, который имеет очень хорошее имя – «Мама». И этот центр поистине европейский. Европейское оборудование, европейские технологии. И в настоящий момент уже почти 30 детишек, хотя мы открылись всего 5 марта, родились в перинатальном центре «Мама». В этом году по поручению губернатора мы качественно по-другому отремонтировали отделение ЛОР, где лечатся дети с нарушениями органов слуха, дети с патологиями челюстно-лицевого аппарата. И по решению губернатора наше отделение теперь называется имени Питера Адамсона. Мы очень рады этому, гордимся, но это и большая ответственность перед вами, Питер. От всех нас, от медперсонала, детей, пациентов, мы от всего сердца благодарим вас за то, что вы приехали, и за те дела, которые вы делаете здесь у нас в Ульяновской области. Душевное вам спасибо. Будьте здоровы, счастливы, и мы ждем снова вас. И, как всегда, мне хочется закончить словами «Come back in Ульяновск». В каждый свой приезд зарубежные хирурги находят время в своем плотном графике на посещение музеев, концертов и других культурных мероприятий. Уже доброй традицией стало посещение картинг-холла, где ульяновские и североамериканские доктора смогли посоревноваться в скорости и ловкости. Как и в совместной работе, победила дружба и командный дух. Врачи поблагодарили ульяновских медиков за гостеприимный прием и выразили надежду на встречу в будущем году.